Всех привет, всем здорово. Вот и вы знаете, что это я нахожусь в делянка, собираю короед на рыбалку. Погода, главное, замечательно, это радует, но один минус мешает комары. Очень много комаров. С собой не взял против комаров мазь. Но такой жары я мазь не смажем. А то все и лицо будет еще гореть. Очень даже. А вы, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее. Чай печеньем. А я начинаю. Погнали. Ну вот тут я рядом. Когда-то я собирал, вот видите, пенек. Хорошие пеньки. Видите, как красиво, да? Но бывает вот так у нас Республика Коми, Костромский район. Вот так выглядит, ребята, на делянках по всему расстоянию, по всему почвах. Видите, огромные пеньки, видите, сколько пенек. А то, что осталось, одинокие осина, сосна, березы, молодые березы, они могут все равно погибнуть. Могут. Если туда ураган пройдет, сильный ветер, это все провалится вместе с пенькой. Но я не знаю, почему вот так оставляют. Вот так. И там, но идет, конечно, линиями. Вот так линия, как елочная. Это должно быть так. На делянке всегда, когда линию делают, это должно быть как елочная. Вот идет дорога одна, главная дорога, а потом уже вот так линиями. Постоянно, каждые несколько метров. Ну вот, ребята, сейчас будем собирать. Вот одна пенек есть. Ой, больно. Комары кусаются. Очень больно кусаются. Так, ребята, сейчас. Опа, вот одна уже есть. Вот вторая. Только вот достать неудобно. Так, дальше. Чем глубже, чем есть короедов. Надо глубже копать. Очень глубоко. Ну и я мелкие тоже собираю. Вот эти. Вот так вот. Рекомендую, собирайте тоже короедов. Я вам скажу, хорошо клюет даже.
Очень хорошо. Видите, какие они огромные. Сейчас буксурует. О, вот видите, какие они. Вот так вот, ребята. На одном пеньке, конечно, можно собрать несколько десятки штук. В одном пеньке. Представляете? Это таки я собираю сегодня по календарю 29 мая 2025 года. Вот, дальше пойдем сейчас. Я тут вчера на этом месте собрал. Вчера. Вот. Сейчас найдем. А вот вчера я вот это все собрал уже. А мы пойдем дальше. Вот она, огромная пенька. Вот, ребята, сейчас немножко показываю, как выглядит. И везде очень огромная пенек. Видите, какая она огромная. Это в этом году распилили деревья. И рядом уже стоят огромные осина. А мы дальше пойдем сейчас. Тут свеженькие пеньки. Тут короедов вообще нету. В этом году, если распилили, короедов нету. Надо прошлогодний пенек искать. Там короедов есть. Дорогие друзья, вот и появились оводы. Пока один овод уже есть, вот на моем руках. Вот я держу, чтобы она не улетела. Вот она. Видите? Чтобы она не улетела, я держу руками, конечно. Вот она. Вот так что, ребята, появились уже оводы. А, конечно, сегодня 29 мая 2025 года. Все равно, может, ранние оводы уже появляются. Из-за климата. Жаркий день, солнечный день, очень жарко, ночью даже тепло. Вот за это и уже раньше появляются короеды и оводы, насекомые оводы. Но комары первым появляются, потом оводы. Но я, конечно, собрал немножко. Хоть и я могу идти, конечно. На целый день хватит. Даже не целый день, а это хватит на полдня. Но у меня там короедов крупные. Это, которые крупные короедов, я буду кормить, выбрасывать на реках. И более-менее может крупнее рыбы появляться. Но мелкие рыбы, конечно, как пираньи, съедают заживо короедов. Вон там, ребята, очень огромная осина.
Вот видите, какая диаметр, я не могу сказать, но я вам скажу, что диаметр 1 метр. Вот этот еще 1 метр. Видишь, она лежит. Вот она, какая она огромная. Солнце светит ярко. Видишь, какая она огромная овощина. Прямо она здоровенькая даже. Но тут, конечно, в середине гнилая. Вот. Но она уже растила уже 100 лет. Вот такие овощи 100 лет. Дорогие друзья, хотя бы 1 минуту снимаю вот так, как выглядит делянка. Тут я летом собираю брусника вот на этом месте. Очень крупные брусника, очень много. Я тут в прошлом году побывал, а в этом году пока рано. Ну, сами знаете, сегодня 29 мая. Это, конечно, рано. Брусника только бывает в июле. Тут уже дорога идет, болотная дорога. Вообще осторожнее надо идти. Тут очень много ветки валяются. Очень много. Еще ветки. А я уже хотя бы 1 минуту я снимал вам. А дальше мопедом поедем домой. А потом от дома поедем на рыбалку. Немножко подзавтракаю. И поедем на рыбалку. Знаете, вы все равно не поверите, что я такое расстояние приезжаю на короидов собирать. Почти 15 километров, но меньше. А сюда и обратно тоже считается длинная дорога, да? И еще мне ехать от дома до рыбалки тоже расстояние большое. Приблизительно 20. Одна дорога только. И обратно 20. Вот считай. Целый днем вот так мопедом я проезжаю 60 километров. Но меньше. Но скажем, все равно точно я могу сказать только вот эти дороги сюда и обратно, и на рыбалку, и на делянку. Общая 50 километров. Но больше. Вот так вот. А расход уходит только за 50 километров более-менее 1 литр. Бензин расхода уйдет за 50 километров. Но если не верите, у меня видео есть. Прошлогоднее я испытывал за 100 грамм проедет 7 или 8 километров. У меня видео есть, можете посмотреть. Я могу оставить на описании, на моем описании. И смотрите, все реально, все правда.
Ну вот, ребята, едем уже на рыбалку после поезд короедов. Вот грунтовая дорога, лесовозная дорога. Рядом река. Едем на второй передаче. Я тут хочу воду набрать на речный. Вот и я мопед отключил двигатель. Вот тут, ребята, речная. Хочу воду набрать. Вот тут хочу набрать воду. Я тут впервые, конечно, набираю воду вместе с вами. Скажите, пожалуйста, речная вода полезна? Напишите комментарии. Вот речка идет, небольшая речка. Вон там еще. Вот сюда пойду.
Но это мне достаточно. Одному хватит надолго. Дорогие друзья, напишите комментарии. Речную воду полезно или нет? Пожалуйста, напишите комментарии. Вот идет вот течение там, а там уже река выходит. Вон там где-то расстояние 100 метров. А я дальше. Вот перед вами река, с левой стороны река, а с правой стороны лес. Но эта дорога считается пожарная дорога. Ну вот, ребята, я прибыл. Вот хорошее место у меня. Сейчас подготовлю удочку. Мои удочки сразу же надо кормить. Специально у меня есть кормушка, горох. Вот у меня горох. Надо немножко кормить. Обязательно. Самого первого сразу же надо вот такой вареный горох. Но вода очень быстро падает. Уровень воды очень быстро падает. Вчера была вон тут была вода, а сегодня уже вот расстояние большое. Все меньше и меньше уровень воды падает. А сейчас, дорогие друзья, будем рыбачить вместе с вами. Ну вот, друзья, рыбачим, конечно, потихоньку ловим мелкие средние. У меня два удочка. Одна вот пластиковая удочка из магазина, а вот вторая самодельная удочка.
Но скажу вам прямо, не очень клюет. Скажем, слабовато клюет. Кормлю, конечно, кормлю горохом. Вареный горох. Но, знаете, почему вот не ловится? Потому что еще что-нибудь надо кормить. Самый вкусный, да? Это так. Но мне это не надо. Мне достаточно вареный горох. Опарыш. Вот тут опарыш у меня. И вот тут короед. Небольшая осталась. Погода, конечно, играет. Могучий ветер надоедает. Постоянно дует так сильно, что удочка даже шатается, как будто гигантский рыба хватает, удочка дергает. А так все хорошо, все замечательно. Сегодня, еще раз повторяю, по календарю 29 мая 2025 года. Дорогие телезрители, хочу вам сказать, что когда ветер дует, да, волна волнуется, и на удочке поплавок непонятно узнать, клюет или нет, дергает или нет. Но только узнать можно, когда она уже унесет поплавок, да, значит хватило. А когда он дергает, непонятно, что там делает. Вот это мне не нравится, когда ветер дует сильно. Прямо невозможно узнать, как рыбачить. Вот постоянно в одном направлении дует на меня. Постоянно, уже третий день уже так же. Постоянно в одном направлении ветер дует. Этот могучий ветер. Вот так вот. Бывает. Ну, что поделаешь. Зато без комаров это очень рад, что комаров тут нету. А где я короедов искал на поиск делянки, там было много комаров. Даже один овод было. Даже у меня видео есть, если кто смотрел сначала. Итак, хочу еще сказать, что самодельная удочка, она мне выручает. Ловится более-менее средней, не очень огромные рыбы, вот. Но название не буду ни в коем случае сказать. Тоже название. Все равно я не скажу, что ловится. Но что даже что я поймал. А что ловится, что у нас в реках, ловится все. Окунь, щука, ель что есть, язь, подъязок, плотва, даже обыкновенный ёрш. Вот это мне очень не нравится, что ловится обыкновенный ёрш. Она очень как ежик, обыкновенный ёрш. Но сами знаете. А сейчас немножко перекур, но
скажу вам, даже признаюсь, все равно я не буду показывать мои рыбы, мои пойманные рыбы, огромные, средние, то есть, ловилась. Даже я доволен, что ловилась. Каждый день приезжаю сюда в одном месте. Хорошее место. Видите, песок, песок сейчас горячий. Представляете, на солнце, конечно, песок очень горячий. Даже можно сюда ставить яйцо, куриные яйца, да? Я думаю, что он варится. Но песок, видите, какая горячая. Но сегодня, конечно, не лето. Итак, дорогие друзья, извините, что я не показываю ни одного рыбы. Но вы сами знаете, может и нет. Но все равно я не буду показывать, только кого я поддерживаю, им только показываю. А сейчас хочу собраться домой, чай попью. Вот у меня чай, горячий чай. Вот. Удочка уже собрал почти. Одна самодельная удочка собрал. Еще одна осталась там. Но ничего. Извините, что ветер шумит вам. Шумно бывает.